Вы смотрите обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Во второй пакет мер поддержки IT-отрасли может войти обязательство для иностранных IT-компаний, которые осуществляют деятельность из иностранной юрисдикции, платить НДФЛ наравне с российскими. По словам экспертов, иностранные компании используют российский человеческий капитал и не платят налоги за российских сотрудников. Отмечается, что иностранные IT-компании могут предложить лучшие условия по зарплатам, ведь налоги с этих сумм не взимаются. В пресс-службе Минцифры подтвердили, что эта мера действительно была предложена отраслью. Она позволит выровнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране, сказали в министерстве. Летний туристический сезон в этом году начнется раньше обычного, с майских праздников, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Обычно летний турсезон стартует в июне. В прошлом году из-за пандемии он начался на месяц позже, 1 июля. В ближайшее время Ростуризм объявит о запуске третьего этапа продаж туров с кэшбэком за отдых в России, указала Дагузова. Отправиться в путешествие можно будет с начала марта, с начала старта распродажи в марте, а также в апреле, мае и июне, сообщила глава Ростуризма. Для восстановления российской туристической отрасли также важен запуск въездного туризма, подчеркнула она. Глава ведомства рассчитывает, что эпидемиологическая ситуация в мире начнет улучшаться, и иностранные туристы начнут снова посещать Россию, а система электронной путевки заработает на полную мощность. Особенно важен въездной туризм для крупных городов, где индустрия гостеприимства зависит от количества зарубежных путешественников, отметила Дагузова. Верховный суд России перечислил уважительные причины для неуплаты алиментов. Это болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию и ошибка банка. Как подчеркивает Верховный суд, несогласие с размером алиментов не является уважительной причиной, как и совместное проживание с получателем алиментов. Однако сумму выплат можно оспорить, но только в судебном порядке. Также постановление рассматривает вопрос о невыплате алиментов осужденными. Тут суды должны разбираться в каждом конкретном случае. Кроме того, граждане, которые только частично платят алименты, попадают под административную ответственность, так как выплаты должны быть оплачены в полном объеме. С началом 2021 года в России стали продавать больше машин. Авторынок хоть и показал рост, но скромный. В феврале продажи выросли на 0,8%. Общий объем российского авторынка составил чуть больше 120 тысяч автомобилей. Это плюс 1008 машин к показателю февраля прошлого года. В топе продаж по-прежнему остаются автомобили ВАЗ, Шкода и Мазда. Тем временем ограниченная партия беспилотных моделей «Легенд» от компании Honda Motors поступит в продажу в ближайшее время. Оборудование автомобилей позволяет им передвигаться по загруженным автомагистралям в автономном режиме, рассказывает Сергей Берец. Одной из 100 автономных машин популярной модели Legend от компании Honda Motor можно будет приобрести в Японии, начиная с пятницы, при наличии желания и свободных средств, эквивалентных 103 тысячам долларов. Об этом объявило накануне руководство концерна. Автомобили обладают третьей степенью автономности, что позволяет им передвигаться без вмешательства человека в напряженной дорожной обстановке с плотным трафиком. Устройство, получившее название «Лоцман по пробкам», позволяет транспортному средству самостоятельно ускоряться, тормозить и маневрировать. Аппаратура предупреждает водителя, когда ему следовало бы вмешаться в процесс управления. Сигнал передается с помощью вибрации ремня безопасности. Если человек не реагирует, система поможет ему сбавить скорость до полной остановки и покажет другим участникам движения, что что-то пошло не так, аварийными огнями и звуковым сигналом. Когда обстановка спокойная, водитель может отвлекаться, например, на мобильный телефон. Концерн Honda объявил ранее, что намерен стать первым производителем, который выпустит в продажу такие автомобили с третьей степенью автономности. К этому часу пока вся информация. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.